Добрый день, это вестник Русского географического общества в Республике Башкортостан и я его ведущий Рустам Сиразетдинов. В Доме Республики прошло заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Открыл заседание руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. С отчетом о работе регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан выступил его председатель, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Салават Сагитов. Основная ключевая цель, которая ставится перед РГО, это консолидация сил и стремлений всех россиян в деле изучения популяризации географии смежных наук для реализации творческого потенциала страны и ее граждан. Минувший 2019 год был для географического сообщества республики богат яркими и масштабными событиями. Самым значительным достижением года стало открытие туристического комплекса «Аскынская ледяная пещера». Как отметил докладчик, это произошло благодаря реализации гранта Министерства труда Республики Башкортостан и помощи одного из попечителей – общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа». За короткое время были сооружены и построены лестницы для спуска в пещеру, навесы и беседки, гостевой дом, туалеты, мостики через горные реки, установлен тепловой экран для поддержки температурного режима пещеры, подсветка в самой пещере. Оформлены различные информационные стенды, баннеры и указатели. В середине прошлого года на территории туристического комплекса был обустроен Аскынский минеральный источник с уникальной по составу водой. За порядком в окрестностях пещеры и внутри нее следят инспекторы-охранники, принятые в штат. Для соблюдения регламента посещения пещеры организуются группы и проводятся экскурсии. Проведенные мероприятия значительно повысили притягательность пещеры для туристов. Обустройство пещеры продолжается, но количество посещений за год превысило 6 тысяч человек. И интерес со стороны жителей республики и не только продолжает расти. В праздничные дни 2020 года, за эти 8 дней, 1000 человек посетил. То есть, действительно, там очень большой поток летом, но вот в эти зимние праздники тоже был большой наплыв. С 2015 года по инициативе председателя попечительского совета Владимира Владимировича Путина Русским географическим обществом ежегодно проводится географический диктант. С 2017 года он стал называться «Международная образовательная акция». Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. Благодаря энергичным и согласованным действиям Министерства образования республики и представителей башкирского отделения в 2019 году республика заняла первое место в стране по количеству площадок. Их было более 700. И первое место по количеству участников – более 23 тысяч. В прошлом году на таком же попсовете обсуждали, что нужно кроме диктанта общероссийского писать общереспубликанский диктант. И мы наметили это мероприятие на 7 февраля текущего года. Но здесь мы планируем опять-таки рекламу тоже на телевидении запустим. Здесь не будет бумажных носителей, все с гаджетов. Стал традиционным уникальный проект регионального отделения Русского географического общества – республиканский слет учителей географии. Кстати, единственный в России. В 2019 году он прошел в 4-й раз. Слет проводится при поддержке Министерства образования республики, Министерства природопользования и экологии, городских и районных методических объединений географов, а также местных отделений РГО. Ежегодно перед организаторами и участниками слета стоят масштабные задачи: участие в разработке концепции географического образования, обсуждение содержания регионального компонента для профессионального стандарта учителей географии, вовлечение учителей в процесс обновления концепции развития особо охраняемых природных территорий Башкортостана, знакомство с инновационными приемами и методами обучения географии и экологии, знакомство с опытом работы муниципальных районов по развитию туризма и организации отдыха населения. В 2019 году слет был посвящен 100-летию Республики Башкортостан и был призван содействовать повышению квалификации учителей географии и обмену опытом. В столетие республики там был проведен этот слет. Там тема была знаменитые земляки, прославившие Башкортостан. В этом году такой слет планируется провести на территории геопарка Геленджик.
Ну и традиционно наше отделение участвовало в фестивале Русского географического общества в городе Москве. Всего 7-8 таких отделений, как наше, было представлено в выставочной программе фестиваля. Значит, председатель РГО России Сергей Георгиевич Шойгу, как обычно, и открыл, и прошелся, и в нашу юрту зашел. И формат фестиваля достаточно интересен. Пик Мустая-Карима в горах Кабардино-Балкарии – проект башкирского отделения Русского географического общества, посвященный столетнему юбилею великого поэта. Он был воплощен благодаря поддержке правительства Республики Башкортостан. В 2018 году на безымянной вершине главного Кавказского хребта в Чегемском ущелье была установлена памятная табличка с именем поэта. В 2019 году восхождение представителей регионального отделения РГО состоялось уже в 3-й раз. Оно было приурочено к юбилейным торжествам в честь столетия Мустая-Карима и прошло в виде прямого репортажа с этой вершины с участием представителей РГО. В 2020 году формирование туристических групп по маршруту Уфа-Пик Мустая-Карима будет продолжено. Выявление объектов геологического наследия международного значения, необходимых для создания глобальных геопарков ЮНЕСКО, одна из задач совместных экспедиций Русского географического общества. Региональное отделение РГО приняло активное участие в разработке концепции геопарка Ингантау и подготовке заявки на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Эксперты РГО многократно выезжали на место для сбора необходимой информации, организовывали снегоходные экспедиции по следам первооткрывателя этого края Петра Симона Палласа. Заявка геопарка Ингантау была подготовлена в рекордные сроки и осенью 2019 года единодушно поддержана Международным советом. В России появился первый геопарк ЮНЕСКО Ингантау. Как отметил в своем выступлении Салават Сагитов, группа орнитологов комиссии по природоохранной деятельности отделения под руководством Полины Полежанкиной вместе с волонтерами ведет большую социально значимую исследовательскую работу по созданию атласа птиц города Уфы. Проект по созданию атласа птиц призван привлечь внимание людей к миру птиц. Долгосрочная цель проекта – сохранение фауны птиц Уфы и издание красочного атласа. Научная цель – получение актуальной информации о состоянии современной фауны птиц Уфы. Сейчас реализация проекта вступила в завершающую фазу. Для волонтеров проводятся обучающие орнитологические лекции, экскурсии по паркам и скверам Уфы. Один из самых масштабных проектов башкирского отделения предназначен детям. Это республиканский интернет-конкурс «Птицы Башкирии». Конкурс пользуется большой популярностью у школьников республики. Состоялось уже 10 сезонов конкурса, в котором приняли участие порядка 40 тысяч детей. Самый масштабный проект башкирского отделения РГО, проводимый совместно с Российским союзом спасателей и аварийно-спасательной службой Республики Башкортостан «Уральский барс». Цель проекта – популяризация горного туризма, развитие туристической отрасли, знакомство с природными достопримечательностями республики. В интернет-сообществе созданы целевые группы под аналогичным названием. Так, группа ВКонтакте насчитывает 750 человек. Члены группы делятся впечатлениями, фотографиями, соревнуются в скорости прохождения этапов. Проект получил статус не только межрегионального, участвуют туристы из 14 регионов Российской Федерации, но и международного, участники из Канады, Австралии, Германии. Еще один проект является уникальным для России и также направлен на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Это башкирская кругосветка. Он решает две основные задачи – создание туристического бренда и развитие авто-мотовелотуризма на территории нашего края. Победители башкирской кругосветки 2019 получат сертификаты и именные жетоны весной этого года во время фестиваля РГО «Таратау». 2020 год юбилейный. Исполняется 175 лет со дня создания первой общественной организации России – Русского географического общества. Запланировано много разных просветительских мероприятий, изданий, но основное и самое крупное мероприятие к юбилею РГО
Это первый межрегиональный фестиваль «Таратау». Фестиваль пройдет в конце марта и соберет участников из регионов Приволжского федерального округа. Его цель – объединение усилий региональных отделений РГО для сохранения, использования и популяризации географического, исторического и культурного наследия России. Обмен опытом по развитию въездного и внутреннего туризма в регионах Урала и Поволжья. Итогом мероприятия станет выработка совместных подходов к дальнейшему развитию Русского географического общества, его региональных отделений, реализация долговременных совместных проектов и создание дискуссионных площадок по проблемам географии и смежных наук. В рамках фестиваля состоятся научно-практические конференции, дискуссии, выставки и просмотры фильмов, снятых о природе нашего края. Ожидается не менее 500 участников и гостей. Завершая свое выступление, Салават Сагитов поблагодарил попечителей отделения, руководителей предприятий, которые добросовестно исполнили взятые на себя обязанности по перечислению попечительских взносов. Работа Русского географического общества большей частью строится на волонтерстве. Помогают и различные гранты. Средства, полученные от попечителей, идут на реализацию социально значимых проектов. Важную роль этой работы отметил и Александр Сидякин. Вам спасибо, что вы несете эту обязанность. Мы же здесь все любим свою страну, любим землю свою в конечном итоге. Это же не пустые слова, сидящие здесь, правильно? Также на заседании попечительского совета выступил председатель Гафурийского местного отделения РГО Айрат Минибаев. Он отчитался о работе своего отделения в 2019 году. Главными событиями года для отделения стали открытие стелы в географическом центре Республики Башкортостан в окрестностях села Зирикова и международный проект, реализуемый на разрезе Усолка под названием «Золотой гвоздь». Ученые доказали, что горные породы на разрезе Усолка в Гафурийском районе Башкирии образовались 294 миллиона лет назад. Теперь этот объект будет служить эталоном при описании аналогичных разрезов других стран. За это решение проголосовала Международная стратиграфическая комиссия. Аналогичных объектов, которые были утверждены в качестве точки отсчета древнего периода времени, в России пока не существует. Таким образом, первый в России золотой гвоздь будет забит в Гафурийском районе. Впервые за последние годы заседание попечительского совета проходило в столь непринужденной форме, скажем, неформальном формате. Заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев высказался: нужно чаще общаться вне официальных рамок попечительского совета. Вместе ездить в экспедиции, принимать участие в экологических акциях, проектах, посещать заповедные уголки и природные памятники родного края. Надо действительно вовлекать, чтобы идея была интересная, чтобы эти предприятия приходили. Слушай, я был, я ездил, я знаю, я видел, я барс. С подачи заместителя председателя попечительского совета, руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и председателя регионального отделения Салавата Сагитова, попечители, не откладывая в долгий ящик, проголосовали за то, чтобы всем вместе в апреле этого года посетить Аскынскую ледяную пещеру. Башкирию называют краем тысячи пещер. Действительно, на ее территории насчитывается 1100 исследованных пещер. Однако на самом деле их значительно больше. Никто не знает, сколько еще подземных дворцов и лабиринтов нам предстоит открыть, какие тайны вселенского масштаба они хранят. Самыми известными пещерами Башкирии являются Капово, Шульганташ, Мурадымовская и Аскынская ледяная пещера. Башкирское региональное отделение Русского географического общества создало новый спелеологический маршрут «Подземное царство Башкортостана», который объединил эти три уникальных природных памятника. Маршрут начинается в Уфе. Далее туристы следуют в Архангельский район, деревню Аскино, рядом с которой находится Аскынская ледяная пещера. Она является крупнейшей на Южном Урале полостью мешкообразного типа. Реликтовый ледник в пещере не тает полностью даже жарким летом. Чтобы лучше сохранить его, на входе в пещеру был построен специальный защитный экран. Древнее подземное хранилище льда, возраст которого старше возраста человечества, представляет из себя огромный подземный грот, заполненный ледяными скульптурами, созданными природой. Здесь есть стадо ледяных мамонтов, снежная королева, хозяин пещеры, трон.
Рядом с пещерой бьет соленый родник. На территории, прилегающей к пещере, силами РГО построен гостевой дом, оборудована автостоянка. Для удобства туристов сооружены 2 беседки для отдыха. Также недавно была построена безопасная лестница для спуска в пещеру. Благодаря солнечной энергии освещена сама пещера. Следующий пункт остановки на маршруте – биосферный заповедник Шульганташ в Бурзянском районе. Здесь находится Капова пещера, которая благодаря рисункам древнего человека претендует войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Шульганташ – одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Спелеосистема имеет протяженность ходов более 3 километров и состоит из 3 высотных уровней. Имеет натечное образование, подземные озера. В процессе ведущихся исследований пещеры описываются новые сухопутные и подводные ходы – сифоны. После посещения пещеры участники спелеомаршрута на выбор проходят радиальный маршрут по заповеднику или сплавляются по реке Белой. Следующая остановка – в Кугарчинском районе республики, в природном парке Мурадымовское ущелье с посещением Новомурадымовской пещеры и пещеры Глубинный Грот. В подземную систему Мурадымовского ущелья входят более 40 пещер. Наиболее известны Старомурадымовская, Новомурадымовская пещеры и Глубинный Грот. Общая длина ходов Новомурадымовской пещеры 1850 метров, а глубина 108 метров. Названия гротов говорят сами за себя. Концертный зал, приют топографа, грот добрых фей, мечта геолога, чертов мостик. Особую красоту пещере придают живописные кальцитовые натеки на стенах. Необыкновенно притягательна для туристов и пещера Глубинный Грот. В настоящее время ведется ее благоустройство, которое будет завершено в 2019 году. Продолжительность спелеомаршрута «Подземное царство Башкортостана» 6 дней. Его протяженность 830 километров. В 1953 году в Совет министров Башкирской АСР поступило письмо из Географического общества Союза СССР с просьбой помочь в создании башкирского отделения общества. Уже в 1954 году только в Уфе было собрано 95 заявлений на вступление. 30 ноября 1954 года Президиум Географического общества Союза СССР утвердил решение о создании башкирского филиала общества. В первые 2 десятилетия деятельности регионального отделения были проведены 11 всеуральских совещаний РГО, издано более 20 сборников научных трудов, 2 книги о памятниках природы, 3 путеводителя по республике, выпускались записки башкирского филиала Географического общества СССР, географические карты и атласы. Вот что вспоминает ученый-секретарь башкирского филиала РГО в 1983-1991 годах, доцент кафедры Башкирского государственного университета Инбер Епаров. Недавно по какой-то причине мне нужно было выяснить, какие работы были опубликованы. И я нашел 34 монографии, справочника, которые были выпущены нашим филиалом. В том числе памятники природы, путеводители. Вот. Далее отдельные брошюры, очерки на конкретные объекты, типа, например, Иремель. Вот. Это о Цветаева. Вот таких книг было очень много. Это с одной стороны. С другой стороны, в эти годы наш филиал активно сотрудничал с соседними тоже филиалами. Это Пермский филиал, Оренбургский филиал, Челябинский, Удмуртский, Татарский филиалы. И они проводили через каждые 2-3 года специальные такие совещания под названием Всеуральские совещания. Вот последнее совещание, она прошла в 1980 году. Это было 11 совещаний. И материалы этих совещаний публиковались несколькими сборниками. Например, один сборник посвящен проблемам физической географии, второй сборник посвящен гидрологии, третий источник, например, климатологии и так далее.
Первым председателем башкирского филиала РГО был Дмитрий Герасимович Ажиганов. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, составил геологические карты БССР и Оренбургской области. Его именем названа пещера в Бурзянском районе. С 1965 по 1992 год филиалом руководит Александр Петрович Рождественский. В 1980 году он был избран почетным членом Русского географического общества. Затем его сменяет на этом посту Ауфар Минигазимович Гореев. Сегодня он возглавляет кафедру гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного университета. Какие направления работы были? Это прежде всего, значит, объединение усилий географов, преподавателей вузов и учителей школ. Потом организация различных мероприятий, включая научно-практические конференции, опубликование сборников, тезисов, допустим, учебников, ну и просветительскую работу, допустим, воспитательную работу по экологическому воспитанию, природоохранному воспитанию, по любви, привитию любви к родной природе. Вот такие работы проводились. С 2008 по 2014 год председателем регионального отделения Республики Башкортостан являлся Айбулат Псянчин, член президиума Уфимского научного центра Российской академии наук, доктор наук. В 2014 году председателем отделения становится известный путешественник и писатель, лауреат многих литературных премий Камиль Зиганшин. С его приходом региональное отделение РГО обретает второе дыхание, появляются новые проекты. Ныне отделением руководит ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Салават Сагитов. Сегодня Башкортостан – единственный регион России, где во всех муниципальных образованиях действует местное отделение РГО. Возглавляют их на общественных началах преподаватели географии, сотрудники Центров дополнительного образования, энтузиасты. Они ведут плановую работу по географическому просвещению населения, изучают и создают особо охраняемые природные территории, развивают внутренний туризм, борются с экологическими проблемами на местах, участвуют в мероприятиях, конкурсах и акциях, организуемых региональным отделением РГО. Башкирское отделение объединяет более 240 членов, которые ежегодно принимают участие в крупных проектах, таких как географический диктант, Уральский барс, башкирская кругосветка, фотоконкурс «Живая природа Башкортостана», в обустройстве Аскынской ледяной пещеры и во многих других проектах. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Познавайте окружающий мир. До встречи.